Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Просторами Якутии. Сегодня мы решили посетить одно очень интересное место, которое расположено у подножья горы Чучур-Муран. Вот она гора, собственно, за моей спиной. Там пещера Вечной Мерзлоты находится. Сегодня мы ее посетить не сможем, потому что она до ноября находится на реконструкции. Ну, не реконструкция, точнее ремонт какой-то там. Ну а мы решили сегодня посетить одноименный комплекс. Этнографический, называется Чучур-Муран. Такой выполнен в стиле якутского острога. Вот внутри находится ресторан и классный музей. То есть там очень такие прикольные экспонаты, начиная от оружия и заканчивая частями самолетов Второй мировой войны. Ну, зайдем, я вам все покажу. Сегодня мы будем пробовать национальные блюда якутской кухни. Вот. Ну, а сейчас я вам немножко отсниму территорию, покажу, что здесь находится. Вот сам комплекс в виде башен якутского острога. Здесь у въезда в комплекс такой вот вертолет Ми-8. Внутри сиденья даже какое-то оборудование осталось. Здесь такой пруд импровизированный, лебеди, утки. Они сидят. Уже тонкая корочка льда на пруду подмерзает все. Памятник ездовым собакам, что ли. Там вот какие-то надписи есть. Давайте почитаем, пойдем. Якутской лайки от городского округа города Якутск. До берега прогуляемся, не знаю, получится у нас выйти. Классно сделано. Саму гору Чучур-Муран и этнокомплекс разделяет озеро. Не знаю, подойдем мы сейчас, не подойдем к нему. Такая жуткая промозглая погода. Снег с дождем идет, ветер. Здесь мимо чуть не прошел. Какие-то устройства для пахоты. Плуг вон старенький такой. Здесь плуг. Конное все. Не знаю даже, что такое. Топорона, что ли, такая. О, это станок, что ли, печатный. Сибирский краевой металлотрест. О как. А, нет, это не печатный станок, это что-то такое сельхоз. Кто знает, напишите в комментариях, что это за такой агрегат. Интересный. Вроде к берегу выход есть. Но озеро, похоже, замерзло. Да, уже лед. Такое озеро по той
той стороне дорога есть. Вот гора Чучур-Муран. На озере уже тонкий лед. Здесь интересные деревья такие. Ох, корень какой. Обалденный. Огромный. Лик. Лик старца. А это дерево, смотрите, какое. Все заплывшее. На вершине вот такой вот череп красуется. Здесь собачки у них голубоглазые такие красавцы. Много их тут. Все сидят, ждут. Да, им кто-нибудь еды принесет. Да. Охота, да? Жрать охота. Ага. Конечно. Возмущаешься. Такой ресторанчик. Стилизованный сюда. Наверное, нельзя, но мы здесь заснимем, аккуратненько зайдем. Хоп. Вот это я хотел снять. Очень вам показать коллекцию оружия. Очень старинная. Прям мушкет. Обалденный. Кабарга. Это Гагара. Чубуку, горный баран. Темновато здесь. Ну уж как есть. Древний буфет. И там наверху еще одно что-то. Это оружие старинное. Лоси. Хариус. Штука зубастая. Стоечки какие-то, что ли.
Обломки аракобры. Рация какая-то, что ли? Мотоцикл. Череп мамонтенка. Видите, какой коллекция бабочек. Шерстистый носорог. Такой вот. И бабочки. Потом она в августе разбился с женой. Это морж, судя по всему, что-то нет таблички. Это морж. В прошлом году мамука Коротконогий шерстистый бизон. Вот такое вот место. Это балкон, который я снимал снаружи. Вот тут здесь тоже столик стоит. Видите, тут. А, нет, это не центральный. Это центральный или нет? Не пойму. А, это с обратной стороны, нет. Там еще этаж есть. Вот здесь. Очень интересное место. Деньжата. Кто видит что-нибудь знакомое, пишите в комментариях. Перо, чернильница, печать. Это чур. Иглу. Иглу или юрта. Нарты. Фотоаппарат Polaroid. Смена фотоаппараты. Камни какие-то. Вот. Кости. Видно, конечно, плохо. Это плечевая кость мамонта. Не знаю, наверное, не будет видно. Ребра мамонта. Плечевая кость. Большая локтевая кость. Грудной позвонок. Представляете, какой размер? Просто огромный. А это что такое? Правая лопатка шерстистого носорога. Вот такая вот. Ух. Бедренная кость. Вот моя рука. Ну, наверное, размер непонятен будет все равно. Кисть мамонта.
Принесли нам первую часть нашего обеда. Это у нас что тут такое? Это печень жеребячья. Это из брюшины жеребенка, строганина. Это, по-моему, из оленя, что ли, колбаса. Ну, ребенок у нас стандартно. Картофель фри. Супруга у меня индигирку заказала. Не слышу, она будет. Лепешки якутские. Ну и сейчас принесут еще суп из потрохов. Пока начнем пробовать вот это блюдо. Так. Печень жеребячая. Пробуем. Здесь перец, соль. Класс. Вкусно. Кто хочет печень жеребячую? Попробуй. Нет, это вкусно. Очень вкусно. Замороженные. Чуть похоже на печень налима. Пару замороженных и перекрученное мясо. Здесь жеребятина, ленина вроде бы. Попробуем. Котлетный фарш напоминает. Вкус котлетного фарша. Чеснок, лук здесь. Давайте попробуем. Вкусно? Да, вот сюда можно. Лёгкий из потрохов. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Суп из потрохов принесли. Вкусно? Будешь еще? Ну что? Попробуй еще. Да, это попробуй колбаса. Вкус колбасы. Сырые котлеты. Ну, вкусно. Отменно. Индигирочка из муксуна. Стандартно. Сок лимона, масло, лук и рыба. Коробку супругу немного попробуем. Очень вкусная свежая индигирка. Спасибо. Сейчас попробуем мясо из брюшины жеребенка. Сырое мясо. Вкуса не чувствую особо. Как сало, как будто отдаленно напоминает вкус сала. Хочешь попробовать? Немножко салом отдает. Ставим.
Попробуем суп из Или можно потрохов. взять одну штучку, там больше. Скажите, что я сейчас сделала. Скажите, сколько растягиваю. Покажу вам Пистолетов тоже сколько. На каждого? такие потроха. Это на стол ставят? Ну, понятно, что внутренности животных. А, все? Будем пробовать. Ну да, а я буду все перенесу. Можно сделать традиционный Пока не пойму вкус. Но очень наваристый, тягучий такой. Хочешь? Мясо. Вкус очень специфический. Рил пахнет. Как моя дочь говорит, рил пахнет. Ну, один раз можно попробовать. Тягучий такой суп. Как будто с перловкой. Тут есть суп из перловки. Такая же консистенция. Пахнет, да? Ну, пахнет потрохами. Ну, скажем так, на любителя. Прям на такого, на фаната, я бы сказал. Здесь точно кишки какие-то есть. Есть мясо. Так. То ли язык? Нет, это мясо. Да, мясо. Ну, сейчас покажу вам. Я, конечно, предполагаю, что это прямая кишка. Но надеюсь, что это не так. Вот, посмотрите. Попробуем. Такое себе. А чай из чего? Клубника со сливками, что ли? Надо было какой-нибудь таежный взять. Угу. Попробуем чай. Вкусно. Ну, нужно было с лесными ягодами заказать. Так, пока у меня печень не растаяла, Есть еще запах. давайте попробуем печень. Сырая печень. Ну, печень это вкусно, да. Ничего не скажешь. Понравилась печень, понравилась вот эта закусочка. Сейчас еще принесут нам перчик. Национальная сладость якутская. Ну, сладкая такая. Тоже. Разрешит дочь попробовать, да? Не разрешит? Да. Спасибо.
это дело, ну, не знаю, из брюшины жеребенка не очень мне. Как бы я вкуса не распробовал. Но не понял просто вкуса. Не пойму вкус. Видите, вот такой лопатки принесли. Подача, конечно, шикарная. Мало мне нужно было еще доделать. Сначала вроде запах есть. Сейчас вроде принюхался. Вроде ничего. Печень здесь. Кусочки печени вот есть. Вот видите? Печень. Ну, кушать можно только будучи очень голодным. Прям супер голодным. Я бы еще сюда добавил сухарики или гренки. Дома я бы готовить точно не стал. А вам десерт можно подавать? Да, конечно. Хорошо. Сейчас перчик принесут. На этом, думаю, я завершу свое знакомство с супом с потрохами. Отставлю в сторонку. И старые подстаканники. Прям видно, что не стилизованные, а с Советского Союза еще. Чай вкусный. Сейчас покажу. Такой перчик принесли. Сливки и голубика. Давай лучше попробуем. Здесь голубика перечим. Вот так, из голубика. Голубику зацепить. Так, попробуем. Ну как? Безвкусно. Безвкусный? Ну дай попробуем. Вот сейчас попробуем. На столу. Вкусно? Ну-ка. Можно, да, я попробую? Да. Спасибо. Какая красота. Да, это очень вкусно. Это еще раз сливки с голубикой. Да, такой нежный сливочный вкус. Вкусно. Сниму брусничные конфеты. Это брусника. Твердая такая, перетертая с сахаром, что ли, с пудрой сахарной. Ну, попробуй. Попробуй это на вкус. Маме дадим одну? Да. Ну-ка. Вкусно? Пробуем. Вкусно. Брусника отжатая, сока нет. Такое, как будто варенье, но перетертое с сахаром, скорее всего. Не скажу, что бомба, но нормально. Так. Ну все. Обед у нас закончен на этом. Поедем домой. Все. Всем приятного аппетита.
Жмите лайки, кому понравилось. Всем пока. Это гости, которые здесь были. Розенбаум, Луев. Все, ребят, ну все, покушали мы. Не скажу, что бомба. Ну и не скажу, что, ну, в общем, средний. Поедем мы домой. Кому понравилось, поставьте, не забудьте лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Ну а мы увидимся в следующих роликах. Всем пока.